мероприятие. И на реке Релях состоится гонка внедорожников. Руководитель клуба «Медведь» Алексей Кныш организовал данное мероприятие. Также участвуют спонсоры и различные другие организации. Сейчас мы поедем на место сбора автомобилей, на место гонки, на Нижнем поселке, на реке Релях. И посмотрим, что у нас там происходит. Судя по количеству автомобилей на парковке, достаточно большое количество и участников, и зрителей. Ну, я так понимаю, еще не все, наверное, собрались. Ну, давай, расскажи, пожалуйста, об этой гонке, об организации ее, как это все происходило. Ну так, коротко, много не нужно рассказывать. Так. Мы традиционно на этой площадке уже 12-й год. Ежегодно посвящена она у нас 77-й годовщине Великой Победы. Трасса состоит из двух маршрутов. Для стандартных машин это один спецучасток. У спортов два спецучастка. Лимит времени 40 минут. Задача как можно больше нарезать кругов. Отлично. Так, вот это сейчас проходит просто первый этап, да? Нет. Первая гонка? Нет. Или вот это автомобили, которые участвуют? Это сейчас выступает класс стандарт. Машины стандартные, без лебедок, на обычной резине, новички. После них будут выступать уже монстры на больших колесах, заряженные машины. У них будет сложнее, у них броды будут, на той стороне у них будет много точек. Сложнее будет раза в 2. И это все надо будет ехать 40 минут. Понятно. А какие автомобили будут участвовать? Вот из этих, которые здесь стоят на площадке. Вот спорты стоят. Мы видим, Джимни стоит, и ГАЗ-69 стоит, и УАЗ Хантер в том числе. Это подготовленные машины с блокировками, с резиной, с лебедками, со шнуркелями, готовые к тяжелому бездорожью. Спасибо. Будем надеяться, что победит дружба. Первый этап гонки, я так понимаю, это кольцевой. 3 автомобиля участвовали. Один пока сошел с гонки. А по кольцу вот так автомобили движутся вот так по периметру полностью. Делают полное кольцо. Потом вот там они пересекают вот этот бугор. Далее вот здесь по кругу они возвращаются сюда вниз. Потом один из этапов это вот здесь сделать кольцо либо с этой стороны, либо с той стороны вот этого спуска. Сейчас мы посмотрим. Наверняка один из автомобилей сделает такой кульбит. Только вот куда он повернет, налево или направо? Налево. Да, вот как раз. Здесь в низине он должен сделать небольшое колечко. Только я думал, что с обратной стороны, но, видимо, им приняли решение, что с этой стороны им будет легче делать это упражнение. Участвуют 3 автомобиля УАЗ 469, Нива Travel и Нива 2121.
Вот такое упражнение. И все, он уходит на большое кольцо вокруг этого озера. Вот так по периметру. Здесь возвращается. Там большой подъем. Вот вторая Нива едет. Вот она. Так, с какой стороны она будет делать колечко? Тоже здесь. Да, они делают кольцо слева направо против часовой стрелки. Бедные автомобили. Как они выдерживают эти гонки, я не знаю. Хорошо пошел. Что ночью выиграть можно. О, друг за другом прям.
Понравилось? Да. Вот 40 минут нормально, да? Да, 40 минут Пока нормально. час, наверное, было бы да? Ну да. Нет, сейчас нормально. Сейчас Если нормально. машину много. Вы скатились уже дороже. Вот можно было так эпично можно было не заезжать. Я прямо сбили? Да, уже 43. Давай посмотрим. Мы как раз 41 же. Да, блядь, сука, застряли, ну почему? Едете же. А где вы застряли? Ну там же на качке. Объехать Ну, хотели. Владик нюкнулся, Слушай, знаешь, вы ошибку что сделали? Ты попер прям, там же надо было вот так, как вода шла. А он по всем... А по кочкам везде. Я тоже посмотрел, там колея идет, по колее пошел. Мы сюда и сунулись. Да там едется. Вы даже надо ехать по воде вот так вот. А по качке... Не, я понял, смотри, поэтому мы и поехали по этим. Я думал, вы развернетесь, поедете через ту лужу. Не, ну молодцы, слышишь, это... У меня мотор слабый. Я просто... Ну так и каску оденешь. Коля, ты самая снимай! Коля, ты самая Коробка передач. Фуфун тебе посадит. Каску. Каску. Ну вот закончилась гонка, закончился наш сюжет сегодняшний. Я думаю, что он вам сильно понравился, как и мне. Огромное всем благодарность за то, что вы смотрите нас, подписываетесь, поддерживаете морально. Вот. Кого только сегодня не было на на гонке. Алмазный край снимал нас, Алексей СССР и много кого еще, кого я просто не знаю. Все ходили с камерами, с фотоаппаратами, просто с смартфонами. Вот. Все, друзья. До новых встреч. Не забываем подписочку на наш канал оформить. Пока-пока.